Доброе утро всем, кто встречает этот день с нами на канале «Аспекты Башкортостан». Сегодня в эфире среда, 29 мая, 9 часов ровно. В эфире программа «Аспекты Республики». У микрофона Разиф Абдуллин. Привет всем, кто будет смотреть нашу программу в записи. Сегодня мы напомним о событиях прошедшего дня в Башкирии, обсудим их, проведем голосование на нашем канале, послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием экономиста Всеволода Спивака. Напомню, это прямой эфир. Свои вопросы и комментарии вы можете оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Комментируйте, делитесь с друзьями ссылками на программу, ставьте лайки и подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Также вы можете поддержать работу нашей редакции и с помощью перечислений денежных. Для этого есть сервисы Boosty и Donation Alert. Ссылки на эти сервисы в описании. Воспользуйтесь ими для поддержки редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. В ходе специальной военной операции погибли еще 5 военных из Башкортостана. Об этом сообщила наша редакция со ссылкой на открытые источники. Так, в Благовещенске проводили в последний путь Андрея Юкова. Там же, только на следующий день, 28 мая вчера, простились с Николаем Луговым. В селе Кандры Туймазинского района проводили в последний путь бойца разведывательного батальона Дениса Лопухова. В Туймазах простились с Эдуардом Османдияровым. И в деревне Салаватово Абзелиловского района простились с Ильгамом Мавлетдиновым. Всего количество погибших военнослужащих из Башкортостана в ходе специальной военной операции превысило цифру 2000, то есть достигло цифры 2002. Вот, как, собственно говоря, я и предполагал, что до конца месяца мая мы должны были уже вот эту цифру достичь. Но теперь будем двигаться к цифре 3000. Если все будет идти такими темпами, то, скорее всего, не знаю, к концу года, наверное, будет такая цифра. Тем временем Медиазона, издание, признанное в России СМИ иноагентом, сообщило, что 4 военных из башкирского батальона «Ватан», убитых сослуживцами, похоронили как героев СВО. И это издание выяснило, как зовут тех бойцов, о которых мы уже, в принципе, рассказывали. Помните, случилась такая ситуация, когда сначала объявили в розыск 3 военнослужащих, якобы они покинули место службы. Потом выяснилось, что на самом деле никуда они ничего не покидали, их просто убили. Они стали свидетелями другого убийства, 4-го военного. И вот их имена стали известны. Назвал издание их имена. Это Игорь Попов, Салават Рафиков, Айдар Ахтарьянов и Ильшат Набиуллин. Вот, все случилось в августе 2023 года в Луганской области. Тогда, я напомню, издание «База» сообщало, что насчет розыска, я говорил, сначала был розыск, потом другие журналисты нашли очевидцев событий, и тот рассказал, что некий военнослужащий с позывным «Артист» начал избивать сослуживца, так как почувствовал от него запах алкоголя. Тот в ответ расстрелял этого артиста. Через несколько дней командир добровольческого отряда «Ватан» Рамиль Ульмазбаев с позывным «Самурай» решил убрать свидетелей убийства. Так и сказал очевидец. Вот. И получилось, по словам этого очевидца, что поехали отстреливать этих свидетелей убийства. Вот как раз тех 3. Цитирую: «Мы кто чем смог вооружились и заняли круговую оборону, но они поехали в другой лагерь. Те тоже оборонялись, но по одной группе «Самурай» выстрелил из гранатомета. Люди разбежались. Он смог поймать 3 пацанов, которые видели убийство. Прострелил им колени и начал бить ломом. Потом каждому острым ломом вскрыл животы. Еще живых их погрузили в багажник УАЗика и вывезли куда-то». Вот. И с тех пор, значит, их сначала объявили в розыск, потом нашли и завели уголовное дело как раз в отношении вот этого Рамиля Ульмазбаева. Но о ходе следствия по этому делу пока, конечно, ничего не известно. Вот. Мы посмотрели свои предыдущие сообщения о погибших и нашли вот 3 из 4 этих военнослужащих, кроме Игоря Попова. Про Игоря Попова мы пока ничего не знаем, кто такой, откуда. Но вот про других я могу сказать, что мы сообщали. Например, Салават Рафиков. С ним простились 17 октября в прошлом году. Это уроженец села Мечетлино. Вот о нем было такое сообщение.
А, Айдар Ахтарьянов, он сам из Нуримановского района, из села Новокулево. С ним простились в ноябре 2023 года. И он как бы записался в ряды защитников, ну вот участников СВО в мае 2023 года. Ильшат Набиуллин, про него побольше подробностей. Появились о нем данные в разделе «Герои СВО» в книге памяти электронной Уфы. Он родился 5 октября 1969 года в Уфе, обучался в лицее номер 96, закончил Уфимский автотранспортный колледж, проходил срочную военную службу, был десантником, в ВДВ служил. Вот. Потом он после службы в армии работал в структуре МВД, был индивидуальным предпринимателем, а 12 апреля пошел служить по контракту 2023 года. Вот. И погиб он 21 августа, как записано вот в информации официальной, в электронной книге памяти, захоронен на Южном кладбище. Вот. Про Игоря Попова, еще раз говорю, мы не знаем, откуда он. Пытался я найти эту информацию, пока не нашел. Если кто-то может из слушателей, зрителей помочь, пожалуйста, напишите нам либо в Ютубе, либо в Телеграме. Вы можете это сделать. Собственно говоря, надо, мне кажется, знать всех, кто погиб на этой специальной военной операции. Тем временем в Уфе случилась ситуация такая в военном образовательном учреждении. В уфимского кадета избили курсанты до потери сознания. Об этом сообщил первым телеграм-канал Мэш Бэтэш. И речь идет о школе-интернате с первоначальной летной подготовкой в Затоне в Уфе. Вот. Как утверждает издание, в прошлую пятницу 16-летнего парня завели в подвал и избили. Единственное, что он помнит, как его пытались поджечь с помощью дезодоранта. Сделали это старшекурсники. Вот. У кадета сотрясение, синяки, разрыв связок плеча и разбита голова. Вот. Он в больнице. Родители написали заявление. По их словам, те, кто с ним так поступил, пояснили, что просто играли и неудачно толкнули их сына. То же самое заявил и директор интерната. И он добавил, что подвала у них нет, а одного из тех, кто считается агрессором в этой ситуации, кто обидчик, отчислит. Вот. Но еще раз напомню и акцентирую внимание, какой диагноз поставили парню. Разрыв связок плеча, сотрясение головного мозга и даже потеря памяти. Синяки. В общем-то, от простого падения я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что может это быть. Тем более, не знаю. Я видел видео коротенькое с объяснениями этого парня. Он такой весь перебинтованный, прошу прощения, рука в гипсе. От простого падения такое не бывает, это точно. Не знаю. Тем временем будем надеяться, что истину выяснят правоохранительные органы, потому что прокуратура уже проводит проверку по факту этого инцидента. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинского района. Они проверяют эту информацию. Вот. И будут уже решать вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Тем временем появилась информация о первом деле участника баймакских событий. Те, кто следят за ситуацией в Баймаке, после Баймака, в этом баймакском деле, ждали, когда же, наконец, будет отправлено первое уголовное дело в суд. И вот оно появилось. Об этом стало известно 27 мая было назначено первое заседание, а вчера стало известно, что это заседание отложено из-за неявки в суд потерпевшего. Об этом сообщалось на официальной странице Ленинского районного суда города Орска. Напомню, Орск находится в Оренбургской области, то есть теперь там это первое дело будет рассматриваться. Его перенесли на 31 мая. То есть буквально на послезавтра, если я не ошибаюсь, да, будет рассматриваться. Вот речь идет о деле Илшата Ульебаева. Его обвиняют по 2 статьям. Это как бы для большинства участников баймакского дела. По статье 212, часть 2, участие в массовых беспорядках. И по статье 318. Только здесь часть меняется у многих. Часть 1, применение насилия в отношении представителей власти, не опасное для здоровья. А вот у Ильшата Ульебаева часть 2, опасное для здоровья насилие, применение насилия.
Вот, мы пообщались с одним из адвокатов, который тоже защищает одного из участников баймакского дела. Он рассказал то, что ему известно, но попросил не называть его имени. Вот. Во-первых, это первое дело очень важно, как объяснил нам юрист, потому что впервые судья рассматривает все обстоятельства дела, все фактические обстоятельства дела, и он должен как бы принять решение, были вообще массовые беспорядки или не были. Вот. Ну, понятно, что, скорее всего, он подтвердит, что массовые беспорядки были, и это уже как решение суда может лечь в основу решения для других судов. Другим судам уже не придется доказывать сам факт массовых беспорядков. Это уже будет как установленный факт другим судом. Ну, вот этим первоначальным. То есть от этого суда очень много зависит. Вот. Что еще? По словам нашего собеседника, сейчас два следователя Главного следственного управления Следственного комитета закончили расследование группы дел. У каждого где-то по 5, по 6 дел они вели. И вот они уже материалы передали в прокуратуру генеральную. Там должны их утвердить, направить для рассмотрения. Значит, ну, там процедура сложная, я не совсем понял. Но в итоге все должны решиться в шестом кассационном суде. Он должен решить, какой именно суд будет рассматривать эти дела. Скорее всего, это будет точно не Башкортостан, какой-нибудь, я не знаю, Казань, тот же Орск, может быть. Орск очень неудобен, он достаточно далеко находится от адвокатов, большинство из которых все-таки из Башкортостана, вот им придется ездить туда-сюда. Вот, как бы, и это дополнительные расходы. Но тем не менее, почему именно Башкортостан не будет местом для проведения суда избран, тоже мне адвокат пояснил, что ну, есть такие риски, что опять будет группа поддержки, большая, массовая, чтобы не было повторения событий, как в Баймаке. Напомню, тогда сначала 15 января, потом 17 к зданию Баймакского суда районного пришли несколько тысяч человек, группы поддержки, так называемой, значит, Фаиля Алсынова, дело которого там рассматривалось. Дело Фаиля Алсынова. Фаиль Алсынов тоже был внесен в список экстремистов-террористов. Вот, и вот 17 января, собственно говоря, произошли те события, которые, по итогам которых и завели уголовное дело о массовых беспорядках. И эти массовые беспорядки, как бы, там фигурантов этого дела на данный момент 85, если не ошибаюсь, участников. Им грозят сроки, ну, достаточно большие. По статье 212, там, если будет часть первая, то от 8 до 15 лет. Если часть вторая, то там поменьше, по-моему, до 8 лет. Я могу здесь ошибаться. По статье 317 там другие сроки поменьше тоже. Вот. Но суть в том, что обольщаться как бы родственникам не стоит. Вот, по крайней мере, по первому делу Ильшата Ульебаева есть административное дело. Там тоже по по обычному сценарию делали. Сначала задерживали тех, в ком были, ну, показания, что он присутствовал на площади у здания Баймакского районного суда. И потом как бы делали ему административное наказание, выносили, допустим, за неповиновение законному требованию сотрудников полиции. Вот как в данном случае с Илшатом Ульебаевым случилось. Его задержали, по крайней мере, суд ему вынес решение. Так, если я не ошибаюсь, это было в феврале. Да, могу ошибаться. Но тем не менее, я вот выдержку из решения суда просто себе выписал, где говорится, что он пояснил, что находился на прилегающей территории Баймакского суда, на требования сотрудников отойти и покинуть территорию не отреагировал. Также он увидел скопление людей возле магазина Подкова, подошел к ним, чтобы найти знакомых людей, которые могли бы его увезти к жене. Вот. Но он увидел все-таки свою жену, бывшую, в этой толпе. Они поругались, после чего он употребил спиртное, после чего пошел к сотрудникам полиции и начал конфликтовать с ними. Это вот, я цитирую, материалы первого административного дела, которое закончилось тем, что ему вынесли наказание там, на 10 суток ареста. И что происходило дальше, он помнит туманно, вот конец показаний. И понятно, что дальше, возможно, он признался как бы и в других вот действиях. По крайней мере, в соцсетях потом распространилось видео, где видно, что, ну, если это он, по крайней мере, ну, в таких вот
телеграм-каналах, соцсетях, пабликах, которые связаны с правоохранительными органами, распространилось видео, где где утверждалось, что это Ильшат Кулибаев в стоп-кадре, и потом продолжалось это видео, видно было, что он подходил к полицейскому и толкал его или стукал его ногой. Вот, и вот, видимо, он все-таки все это признал. Если это он был, конечно, я этого человека по фотографии, по видео опознать не смогу, но вот такое было сливное видео, скажем так, в соцсетях. Так что есть вероятность того, что он все признал, и поэтому его первым делом решили рассмотреть. И теперь напомню, что 31 мая в Орске состоится первое заседание суда. Но если, конечно, опять потерпевшие не явятся, могут опять перенести. Вот. Читаю ваше сообщение. Что известно об убитом правоохранителями Рифате Даутове и доведенном до самоубийства другом фигуранте, кто-то занимается этими делами? Ну, во-первых, прошло 4 месяца уже после вот этого печального события, когда стало известно, что Рифат Даутов погиб при задержании. Ни о каком уголовном деле заведенном пока неизвестно. По крайней мере, в открытых источниках этого нет, и никто не сообщал. Родственников, похоже, удалось как-то уговорить не будоражить это дело. По крайней мере, тоже мы не слышали, чтобы они активно обращались. В первое время было у них обращение Следственного комитета, чтобы завели уголовное дело на имя Бастрыкина. А вот реакции мы не слышали. Второй вопрос. А куда пропал Ильдар Юмагулов? Мы за него беспокоимся. Ну, бывает, что Ильдар иногда пропадает в том плане, что он не выступает с видеообращением. Вы об этом говорите? Я думаю, что он в ближайшее время появится и сам все объяснит. Вот, на мой взгляд, если бы его задержали, это был бы громким задержанием. Об этом бы мы точно быстро бы узнали, я думаю. Так что, ну, если только нет никакой другой информации у вас. Вот, спасибо за то, что вы комментируете, задаете вопросы. Продолжим нашу программу обзором прессы. Вчера была такая знаковая новость. В Башкортостане судьи, вынесшие незаконный приговор подростку, уходят в отставку, сообщил коммерсант Уфа. Они нашли сообщение, значит, квалификационной коллегии судей Башкортостана о том, что судьи, которые вынесли обвинительный приговор несовершеннолетнему Константину Носареву, уходят в отставку с 29 мая, то есть с сегодняшнего числа. Это решение они приняли по итогам закрытого заседания вот этой коллегии судей, вот, на котором рассмотрели обращение депутата Госдумы Александра Сидякина и уфимского юриста Александра Реброва. В заявлении эти товарищи просили рассмотреть вопрос о привлечении судей к ответственности. Вот, на всех троих судей, напомню, сейчас их имена, наложили дисциплинарное взыскание в виде предупреждения, то есть предупредили, что так нельзя делать, и одновременно удовлетворили их заявление об отставке. Итак, напомним, что же все-таки случилось и какие судьи, что именно, какое решение вынесли. Напомню, значит, Константина Носарева задержали в 2022 году. Тогда ему было 14 лет. Ему предъявили обвинение по статье о незаконном обороте наркотиков, которая предусматривает уголовную ответственность, наступающую с 16 лет, то есть на 2 года позже. Тем не менее, его приговорили к 3 годам тюрьмы в общей сложности, ну, заключение, скажем так, не тюрьмы, а заключение. В общей сложности он необоснованно провел в заключении 474 дня, пока все не выяснилось. Вот, он это время проводил в СИЗО, даже в психбольнице его на какое-то время держали, и в колонии. Вот. Первое неправосудное решение приняла Галина Верещак в декабре 2022 года. Это судья Демского районного суда. Она приговорила его к 3 годам заключения в колонии, напомню. Дальше был Верховный суд Башкортостана, апелляция. Фаиз Каскинбаев оставил приговор в силе. Это второй судья. Потом в кассации дело вернули на новое рассмотрение. И в январе уже этого года Равиль Идиатуллин, председатель уже Демского районного суда, вновь вынес подростку обвинительный приговор. И только после очередной апелляционной жалобы Верховный суд Башкортостана отменил наказание подростку за отсутствие состава преступления и с правом на реабилитацию. Ну вот, собственно говоря, тут, честно говоря,
может быть, состава преступления и не было, я не знаю. Но, тем не менее, сам факт, что люди в судебных мантиях и не один человек не обратили внимания на простейший факт, что у подростка нет срока от наступления ответственности, он еще не дорос до этого, до уголовной ответственности. Его нельзя судить. Этот факт, конечно, вызвал возмущение у многих, в том числе, вот я рассказывал, что и даже депутат Госдумы Александр Сидякин обратился с запросом. Вот. И теперь, значит, сам подросток добивается компенсации морального вреда в размере 100 миллионов рублей. Но вроде бы, казалось бы, справедливость восторжествовала. Судьи отправили в отставку. Но есть маленький нюанс. Об этом нюансе рассказал юрист Виталий Буркин в своем телеграм-канале, что судьи отправили-то в отставку, но с пожизненным содержанием и со всеми привилегиями. А вы знаете, какие зарплаты и прочие пенсии там у судей. Так ведь примерно предполагаете. Это даже не двузначная цифра, вот, а трехзначная. Вот, и юрист Виталий Буркин, комментируя вот эту ситуацию, говорит, что то есть теперь все россияне из своих налогов будут платить содержание юристов, которые не знают, с какого возраста в стране наступает уголовная ответственность. Вот такие дела. А нам всем соблюдать и чтить закон следует. Да, согласен, что надо соблюдать закон, вопросов нет, но надо всем это делать. В том числе и тем, кто решает судьбу других людей в суде. Если они этого не делают, им предупредили и потом отправили в отставку с содержанием, со всеми делами. Пусть они живут все, так сказать, ходят на свободе, пользуются всеми благами и только жалеют внутри, что вот теперь-то они не могут вершить судебные дела. В связи с этим я хочу задать вам вопрос. Как вы считаете, вот это наказание, то, что их отправили в отставку, но оставили все привилегии, все содержание пожизненное, вот это решение, это справедливое решение или слишком мягкое решение, или слишком жесткое решение? Вот 3 варианта ответа. Пожалуйста, давайте запустим голосование в нашем чате на канале в Ютубе. Продолжите фразу: судьи, вынесших незаконное решение по подростку, наказали. И дальше вы выберите вариант ответа: мягко, справедливо или жестко. Слова слишком я не стал ставить, чтобы просто не засорять ваше внимание. Вот. Как вы считаете, такое наказание для судьи, оно справедливое, мягкое или жесткое слишком? Вот пока вы думаете, голосуете, я предлагаю сейчас прерваться от обзора прессы и давайте послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас был очень интересный эксперт, экономист Всеволод Спивак. Поговорили, значит, о многих темах, в том числе сейчас послушайте еще пару тем, которые мы обсуждали. Давайте это сделаем. Башкирия все повышает свое место в рейтинге качества жизни в регионах, который ведет Агентство стратегических инициатив. Мы впервые оказались на 12-м месте, на топ лучших субъектов для жизни. Значит, все хорошо? Я очень скептически отношусь к синтетическим рейтингам. Объясните, почему. Могут быть субъективно. Во-вторых, знаете, работа по KPI, по выбранным KPI и реальные дела иногда совсем разные вещи. Кто-то подделает стат-отчетность. Да нет, зачем? Просто правильно заполнять документы. Зачем подделывать? Не обязательно подделывать, боже упаси. Раньше всегда же упрекали нашу страну в том, что у нас статистика, она вот немножко... Статистику в любой стране упрекают, это неизбежно. Более того, многие методы статистического наблюдения, они недостаточно достоверны для того, чтобы давать данные с той точностью, о которых люди подразумевают, говоря о них. Вот, к примеру, уровень безработицы. Регистрируем безработицу сейчас вообще мало кто говорит, потому что это данные очень точные, но при этом мало о чем говорящие. Регистрируем безработицу. Да, это те, кто пришел, сел на биржу труда. Из моих знакомых, допустим, на среднем уровне, средний плюс, мне трудно увидеть человека, который пойдет на биржу труда искать работу. Та безработица, которая получается по результатам опросного метода по методу МОД, по регионам имеет коэффициент статистическую ошибку от 2 до 9% среднегодовую. Поэтому, когда говорят, у нас там в апреле было там 2,8% безработица, а в мае стало 2,75%, это потому что много работы. Нет, ребят, это просто ошибка. Вот возьмите учебник вероятности, посмотрите, что такое стандартное распределение, возьмите выборку. Выборка на всякий случай 0,06% по стране. Поэтому даже при годовом вот это все суммировать, у вас получается от 2 до 9 по регионам. То есть здесь относительно точно дается по России в целом. Тогда надо говорить, у нас уровень безработицы от 2,7 до 11,7. Это по регионам, по разным регионам, да, и так далее, и так далее. То есть, вот делать из каких там десятых долей колебаний какие-то значимые выводы, это признак отсутствия базового образования, базового школьного образования, понимаете? Также, к примеру, творческие показатели – это ВВП по паритету покупательной способности. Причем, смотрите, это
правильный показатель. То есть его нужно считать, пытаться оценить. Но при этом надо понимать, что у него точность очень низкая. Это именно творческая работа, пытаться вылечить паритет покупательной способности. То есть если, допустим, условно говоря, все граждане России начнут делать друг другу массаж, у нас паритет покупательной способности будет выше, чем в США производительность, понимаете? Ручной труд в странах с низким уровнем дохода недооценивается, а там переоценивается. Соответственно, если пересадить в странах с низким доходом всех на ручной труд, друг другу там стричь ногти и прическу делать, то окажется, что ВВП у вас выше, чем в США. То есть такой несколько лукавый показатель получается, если его неправильно понимать. Да, и нет, видите, то есть его нужно учитывать, но нужно учитывать в системе понимания недостатка. А какой нужен тогда дополнительный критерий, чтобы понимать качество жизни? Нет, качество жизни – это вообще другая тема. То есть здесь это еще сложнее. То есть мы говорим, если об уровне дохода, об экономике, о производстве, то вы сравниваете номинальный ВРП с паритетной покупательной способности, понимая плюс и минус. Мне кажется, сам просто способ это посчитать количество выработанного продукта на душу населения, нет? Ну, смотря для чего. Смотрите, ВВП, он считается точнее, чем ВВП по паритету, конечно, точнее, хотя тоже не точно, но тоже есть недостатки. Вот смотрите, допустим, если вы возьмете Вторую мировую войну, СССР, у нас ВВП упал только в 1942 году, ну, понятно, у нас в 1943-1944 рос, в 1945, когда мы победили, упало. После войны начался голод. Хотя формально ВВП было большое. Почему? Потому что само по себе ВВП, давая цифру в общем, оно ничего не говорит о распределении ВВП. Это тоже важно. Иногда при более низком ВВП за счет более ровного распределения вы получаете более высокое качество жизни. И оно ничего говорит о структуре ВВП. И оно ничего не говорит об инновационности ВВП. По большому счету, что чугунь лить, что ракеты в космос запускать для ВВП, это одно и то же, да? Теслу выпускаете, что вы выпускаете? Москвич. Китайский на заводе в Москвиче, да? Поэтому и ВВП по паритету, и распределение, вот только какая-то совокупность цифр, я даже не знаю, сколько их цифр, в зависимости от поставленной задачи, могут вам сказать о качестве экономического развития. Поговорим о ситуации с Уфанетом. Была новость о том, что депутат Госдумы Хейнштейн попросил антимонопольную службу заблокировать сделку о продаже 60% акций этой компании, а Генпрокуратуру он попросил взыскать вообще эти акции в собственность государства. Мне, во-первых, хочется узнать ваше мнение о причинах возможной такой ситуации и о последствиях возможных. Ну, причина очевидна. Вы же, наверное, все видели второе письмо Хейнштейна, где он приводил ответ на обращение куда-то. Причем обращение было товарища Хазигалиева. Да. И очевидно, что причина вот этого повышенного внимания к Уфанету является корпоративный конфликт. Да. С высокой степенью вероятности, исходя из того, что я читал, это корпоративный конфликт в Уфанете. Естественно, что это полностью разрушает инвестиционный климат. Это одна из лучших, я считаю, инновационных компаний Башкирия с отличным менеджментом в лице Бахтиярова, которая сформировалась с нуля и активно развивается, активно конкурирует еще за пределами Башкирии. Одна из немногих компаний, если вы посчитаете, сколько компаний из Башкирии в открытом рынке конкурируют в других регионах с другими лидерами. Фармленд, по-моему, только приходит. Фармленд активно, да, тоже классная компания. Ну, мы можем там еще что-нибудь вспомнить, да, там парочку компаний, вот сейчас сядем, задумаемся, и все на этом. И на этом фоне даже само вот это давайте отберем. Как только вы отберете, через несколько лет компания превратится вот в Ростелеком. Поэтому это полная чушь. Посмотреть, там, не знаю, там Хейнштейн, например, нарушение какой-нибудь статьи Уголовного кодекса. Я думаю, при желании тоже можно найти. В отношении самого Хейнштейна? Конечно. Воспрепятствовать, допустим, предпринимательской деятельности законной. Но это чисто внутренний конфликт, который вот с помощью депутата вылился в такую плоскость и повлияет на привлекательность инвестиций. Причем не только в Башкирии, на всероссийском уровне. Если смотрите, уже забрали МАКФа, уже забрали десятки заводов, которые так или иначе было связано с ВПК. А при этом еще несколько лет, когда забирали соду, мне говорили, Сев, не обращай внимания, это разовое. Это вот просто разовый прецедент. Можно еще вспомнить про Рольф, если не ошибаюсь. Рольф забрали, да, вообще непонятно. Все, пошло. Уже берут компании, которые не просто сначала как приватизировали неправильно 20 лет назад, а потом, это важно, ВПК, а теперь уже и Рольф, и макарошки, и, это черти что. Поэтому, если не будет принято волевого решения, а у нас волевое решение по этому поводу может принять только один человек в стране, да, очевидно, потому что у всех остальных уже есть игра интересов. Если не будет принято волевое решение, этот процесс как домино будет идти, я допускаю, что он докатится, условно говоря, там, до помещений магазинов на первых этажах 200-метровых, условно говоря. Угу. Так, это был фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас в гостях был экономист Всеволод Спивак. Действительно, очень интересная ситуация с Уфанетом, как она будет дальше развиваться. Хотелось бы со временем все детали прояснить. Давайте еще посмотрим, какие вопросы у вас. Ага, вот. Интересно, откуда у пацана 14 лет были наркотики? Напомню, речь идет о подростке, которого незаконно осудили в 14 лет.
хотя уголовная ответственность наступает с 16 лет. Мне кажется, вот этот вопрос гораздо интереснее. Каким образом судьи это все проспали, не только судьи, но следователи, и прокуроры, и кто будет теперь наказан, и каким образом. Вы вообще извлечем мы из этого уроки или нет. Но согласен, что с вами, что детали тоже этого дела, возможно, интересны, поэтому мы пригласили адвоката этого парня. Надеемся, что ничего не сорвется, потому что пару раз у него были накладки, дела были в эти дни. Он не мог прийти в те дни, в которые договаривались. И теперь вроде как в понедельник уже окончательно решили провести с ним эфир вот, в ближайший. И вы тогда сможете этот вопрос ему непосредственно задать, уважаемый Альберт Абдуллин. Газима Кинзебаева спрашивает, интересно, кто придумал угощать тортом в виде карты Башкортостана на инвест Сабантуй Сибае? Мало шоколада? Вопросительный знак. Ну, про шоколад, который, на какой намекает Газима, понятно, с портретом Радия Хабирова. Ну, мне кажется, портрет Радия Хабирова на шоколаде, на обложке шоколада и карта Башкортостана в виде торта, наоборот, торт в виде карты, ну, это креатив, это как бы, надеюсь, никого это не оскорбляет, не ущемляет. Ну, карта. Что здесь такого? Съедят и забудут, собственно говоря. Кому-то, может, понравится. Не вижу в этом ничего такого супер страшного, супер опасного. Есть куда более важные темы для обсуждения. Раиль Герфанов пишет, судьи ушли в отставку по собственному желанию с сохранением всех последующих привилегий, а прокурор, утвердивший обвинительное заключение, и следователи по этому делу привлечены к ответственности. Вопрос нет, пока еще не привлечены, но проверка ведется, и мы ждем сообщения уже от этих структур, от прокуратуры и от Следственного комитета, какие выводы они сделают, вот что они скажут общественности. Это очень правильный вопрос вы задаете, Раиль. Ну, понятно, что нельзя допускать вот таких ситуаций. Продолжим обзор прессы, немножко о политике. В единый день голосования в сентябре, напомню, по всей России будет очень много выборов, в том числе в Башкортостане будут идти выборы не только главы республики, но и больше 100 компаний муниципальных. Вот, в том числе будут избирать депутатов в 7 городских округах и 54 районах. Вот, это важные выборы муниципальные. В связи с этим штаб Надеждина в Уфе объявил о сборе средств на предвыборную кампанию. Первоначально хотят собрать 60 тысяч, чтобы вести муниципальные кампании. Об этом рассказали в штабе. Штаб, как бы, несмотря на то, что вроде бы президентские выборы прошли, а он сохранился. И он действует. И вот что они сообщили. Наша первая цель – оплатить услуги специалистов, которые делают все, чтобы компания состоялась. Это копирайтеры, дизайнеры и юристы, а также SMM-специалисты. Необходимо также закупить расходные материалы, бумагу, картриджи, канцелярию. И все, в общем-то, это позволит вести предвыборную кампанию. По словам активистов, сбор средств будет идти 2 недели. 50 тысяч рублей нужно на оплату работы как раз всем этим сотрудникам и 10 тысяч на расходные материалы. У нас нет крупных спонсоров или государственного финансирования. Все, что мы имеем, это вы, ваше доверие и поддержка. После сбора опубликуем отчет, сообщили в штабе. Вот. И штаб уже федеральной Надеждина, который тоже не прекратил работу, сообщил, что уже нашел кандидатов на муниципальные выборы в 59 регионах страны. Вот. И готовят, короче, поддержку этих кандидатов независимых, скажем так, альтернативных. Штаб кандидатов Надеждина, партия «Гражданская инициатива» и партия «Рассвет». Они создали такой единый штаб и хотят провести широкую кампанию по всей России. Если вы хотите, кто-то из вас, я не знаю, самостоятельно выдвигаться в на каком-то уровне выборов муниципальных, там есть еще и поселковые советы, тоже важный уровень самоуправления, то нужно вот найти в телеграм-канале штаб Надеждина или штаб Надеждина в Уфе. Там есть все ссылки, куда обратиться, как это все можно сделать. Но также они ищут и не только тех, кто готов выдвигаться, участвовать в выборах, но и сотрудников для штаба, потому что работать в этой кампании предвыборной, ну, это такое важное дело. Там в том числе нужно и наблюдателей, видимо, готовить и прочее. Ну, и помогать кандидатам. Это тоже такая штабная работа, на самом деле. Она такая черновая, трудная, невидимая, но очень важная.
Вот. И это не последний избирательный цикл, заявили в штабе Надеждина. Мы готовим сеть для выборов 25-26 года, формируем региональных лидеров мнений и базы активных сторонников. Вот, собственно говоря, это вот сообщение э, политическое, которое я посчитал важным в повестке дня вчерашней. Тем временем депутаты Госсобрания, которые уже избраны, Башкортостана, намерены дать спасателям полномочия штрафовать купающихся. Поправки внесли в Республиканский кодекс об административных правонарушениях. И эти поправки будут рассматривать на пленарном заседании, которое состоится завтра, 30 мая. В поправках говорится о том, что депутаты хотят дать право спасателям составлять протоколы и накладывать штрафы от 2000 рублей для граждан и до 25 тысяч рублей для юридических лиц, если они во время купания нарушают какие-то правила. Спикер парламента Константин Толкачев пояснил, что ежегодно в республике во время купального сезона тонет более 100 человек. И одна из наиболее частых причин вот этих трагедий купания в нетрезвом состоянии, в необорудованных местах, не предназначенных для этого, и другие нарушения общественного порядка. Спасатели не могут вмешаться, спасатели могут вмешаться в ситуацию только когда уже случилась трагедия, когда ЧП произошло. А поправки в закон дадут полномочия им профилактировать правонарушения, принимать меры по недопущению трагедий и более полно обеспечивать безопасность отдыхающих на воде. Вот такое хотят решение принять депутаты Госсобрания Башкортостана. Напомню, что на нашем канале в YouTube идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос. Как вы считаете, наказание, вот то, что судьи, которые незаконно отправили в отставку, приняли решение по подростку, их отправили в отставку со всеми привилегиями, это решение справедливое? Оно мягкое слишком или оно слишком жесткое? Ваш вариант ответа. Голосуйте, потом мы подведем итоги голосования. Карлугас Сынгысхан, такой пользователь с таким именем, сообщает свое мнение. Надеждин потерял уважение у избирателей. Какое участие в выборах? Ну, вы можете ничего не делать, это ваше право. Ну, тогда и вы ничего не сделаете, и ничего не изменится. Вот единственное, что могу сказать. Речь идет не о Надеждине, а о том, что участвовать в муниципальных выборах это важно. Внизу все начинается. Власть внизу, она имеет достаточно много полномочий. Она влияет на жизнь людей. Какие люди там представлены, представляют ваши интересы, Карлугас, это очень важно. Если вы считаете, что не важно, ну, извините. У нас разные мнения. Что слышно о птицефабрике Авдон, спрашивает Рамиля Якупова. Ну, птицефабрика, собственно говоря, восстанавливается. Единственное, что я напомню, мы сообщали, что в апреле месяце производство яиц упало в Башкортостане на 80%. То есть пока еще не восстановили объемы, это понятно. Но будем надеяться, что они восстановятся до конца свой объем производства. Продолжим давайте новости, обзор прессы к экономическим новостям, в том числе транспортным. Давайте перейдем. Вчера было несколько сообщений на эту тему, на ситуацию в сфере транспорта. Например, в Уфе частные перевозчики решили поднять цены на проезд с 3 июня. Но это как бы не новость в том, что цены поднимаются с 3 июня. Об этом и раньше сообщалось, но об этом первыми сообщили о намерении поднять цены в Башавтотрансе и в перевозчике Автомик. В общем, эти представители сообщили. И Минтрансе, по крайней мере, сообщили о том, что цены поднимаются. Но, например, Управление транспорта и связи Уфимской мэрии сообщило, что до 45 рублей поднимает цены перевозчик ИЦ-техника по маршруту номер 207. Достаточно популярный маршрут. Он идет от ДОКа до ТСК Пушкинский. Вот. Здесь при расчете, за наличный расчет, также даже при расчете банковской или карты Алга, стоимость проезда составит 45 рублей. Это самая большая цена будет в городе. Остальные поднимают цены чуть на меньший уровень. В большинстве, значит, на 41 рубль поднимают цены. Не буду перечислять все маршруты, это можете убедиться уже 3 июня. А на некоторых маршрутах до 40 рублей только. Например, их мало маршрутов, могу перечислить. 227, 244, 218 и 257К.
Вот, собственно говоря, но это не последняя новость о транспортной сфере, в рынке пассажирских перевозок. Сначала была новость, что Автомик опроверг свой уход с рынка пассажирских перевозок Уфы. Автомик обслуживает два маршрута: 167, 258, достаточно популярные в Уфе. Вот, и, значит, коммерсанту Уфа, как сообщило издание, начальник эксплуатационной службы компании Андрей Демидов сообщил, что они не уходят с рынка. Хотя ранее были другие новости. И как раз телеканал ЮТВ сообщал, что Автомик планирует уйти с рынка с 21 августа. Вот. И эту ситуацию прокомментировал эксперт в сфере транспорта Олег Арефьев. Он объяснял, что компания работает в убыток. Себестоимость одной поездки достигает 60 рублей. А сейчас, напомню, цена 45 максимальная, а 41 у большинства. И то после повышения. То есть якобы компания, ну, по крайней мере, в сообщении телеканала ЮТВ такая информация содержалась. Якобы компания работает в убыток аж 2,5 года. Ну, это достаточно много, я думаю, да. И они рассчитывали на переход на регулируемые тарифы, на субсидии, соответственно, от государства. Вот. И, видимо, бывший министр транспорта Клебанов, возможно, им обещал, поэтому они держались на рынке. А сейчас вы все знаете, что его задержали, он задержан. Кто после него будет принимать решение и даст ли гарантии автоперевозчику Автомик на вот эти самые субсидии, непонятно. И, видимо, из-за этого компания все-таки решила уйти с рынка. Вот. И впоследствии уже появилась новая информация, что перевозчик Автомик опроверг информацию о том, что он останется на рынке в Башкирии. Это уже телеканал ЮТВ вновь сообщил, что Автомик все-таки прекратит работу. И в пресс-службе компании телеканал ЮТВ пояснили, что перевозчик обязан уведомить компетентный орган о намерении прекратить работу за 90 дней до окончания предоставления услуг. И Автомик все необходимые документы направил. Установленные сроки на рассмотрение в управлении транспорта и связи, ну, я так понимаю, администрации города Уфы. А заявление начальника своей службы Андрея Демидова, они сказали, что он такого комментария не давал. А то, что компания будет продолжать работать, информацию об этом назвали неверной. Таким образом, два маршрута с 21 августа в Уфе, скорее всего, с вероятностью 99% прекратят свою деятельность. Вот, я думаю, достаточно напряжение вызовет в сфере перевозок, если не будет найдена достойная замена. Тот же Башавтотранс, возможно, временно сможет как-то справляться, но со всеми абсолютно потоками Башавтотранс явно не справляется. Об этом мы видим на примере всяких жалоб многочисленных пассажиров о том, что автобусы по-прежнему уходят переполненными в утренние часы и вечером. Тоже сложно. Но самое главное, наверное, все-таки утренние часы, когда людям нужно добираться до работы. Так, напоминаю, что на нашем канале в Ютубе в чате идет голосование. Прошу вас ответить на вопрос, каким вы считаете наказание для судей, которые вынесли незаконное решение подростку. 3 варианта ответов. Голосуйте. И давайте почитаем, что вы еще нам комментируете и пишете. Просто Мария заявляет, торт в форме карты Башкортостана — это что ли посыл на то, что вот какое лакомство этот край Башкортостана, и мы его разделим себе на куски. Так что ли понимать? Ну, собственно говоря, каждый понимает по-своему, в меру своей фантазии, и вы можете так воспринимать, соответственно, я не воспринимаю этого, это просто кусок сладости, который съешь и забудешь. Вот. Собственно говоря, много других примеров. Людям дарят на день рождения торты в виде, там, не знаю, или на свадьбу, когда там парочка стоит, свадебная, муж и жена, ну, в смысле, жених и невеста, что их съедать, это означает каннибализм, что ли? Ну, тут много таких можно привести примеров. Обращаю ваше внимание, что проблем других гораздо больше. И лучше с ними думать над этим, в том числе о предстоящих муниципальных выборах подумайте, а не о тортах. Что вы будете делать во время выборов? Есть ли у вас достойный представитель в муниципальных органах власти? Есть или нет? Спросите, задайте себе этот вопрос. Вот и все для начала. Продолжим к другим новостям уфимским. Бывший советник мэра Уфы по ЖКХ Вадим Беляков обратился с петицией к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву. Об этом сообщил телеграм-канал Уфа Сити Ми. Уфа Сити Ми — это проект правозащитный в сфере ЖКХ, напомню.
Вот, и Вадим Беляков обратил внимание мэра Уфы на то, что происходит в Уфе с вырубкой деревьев. По мнению, значит, Вадима Белякова, с осени прошлого года и по настоящий момент в Уфе осуществляется непонятная, необъяснимая, никем документально не подтвержденная и, не побоимся этого слова, варварская вырубка деревьев на улицах Уфы. Это вот цитаты из петиции, из обращения. Вот, список тех улиц, территорий, где уже полностью спилены деревья, уже не поддаются какому-то подсчету, говорится в обращении. Это и центр города, и проспект Октября, и многие другие знаковые места столицы. По приблизительным подсчетам активных горожан, общее количество спиленных под корень деревьев составляет более 500 штук, 500 стволов. Вот. И, значит, кое-где взамен спиленных больших деревьев, рост которых достигал 15-20 метров, а диаметр крона был 10-15 метров, посажены новые ростки максимальной высотой около 2-2,5 метров и без кроны, соответственно. То есть, когда они вырастут и станут полноценной заменой, достаточно долго придется ждать. А также утверждается в сообщении, что замена произведена примерно на 5-10% срубленных стволов. И что важно, большое количество срубленных деревьев вообще никак не относится к категории аварийных, то есть на спилах нет следов гнили, порчи или иных заболеваний. Вот. В связи с этим авторы обращения просят ответить на 6 вопросов о количестве спиленных деревьев, о сроках восстановления насаждений и о документах, на основании которых производилась вырубка. Желающие подписать петицию могут сделать это на сайте Голос РБ. Ссылка есть в нашем телеграм-канале, в новости про это. Либо вы можете в телеграм-канале Уфа-Сити.ми найти соответствующую ссылку на это обращение, если хотите поддержать. Еще одна новость, тоже касается, ну, как некоторые считают, разрушения исторического фонтана мозаичного 70-х годов возле ДК «Химик». В Уфе его разрушили, сообщает телеканал ЮТВ. Но это как бы произошло в рамках реконструкции бывшего ДК «Химик». Работы ведет челябинская компания ИТК Групп. Как сообщили телеканал ЮТВ, в администрации района плитку, которую ранее власти обещали сохранить, восстанавливать не будут. В общем, сделали 3D-сканирование вот этой самого узора. Его обещали восстановить, но только новыми материалами, после того, как будет заменена чаша бассейна. Все обновим, старую плитку уберем, будет все новое, сообщили журналистам. Такая новость. Не знаю, как к этому относиться. По большому счету, я там достаточно часто гулял в том месте, когда в том районе жил, в Черниковке. Интересный фонтан, да. Жалко, что он перестал действовать. Сейчас восстановят, посмотрим, каким он будет новым. Но некоторые считают, что да, это было неправильное решение. Надо было саму плитку сохранить. Вот, напомню, что идет голосование в нашем чате. Голосуйте, скоро мы подведем итоги голосования. Как вы считаете, насколько справедливо приняли решение, наказание для судей, которые вынесли незаконное решение по подростку? 3 варианта ответа. Скоро мы подведем итоги голосования. Вот еще одна новость и подведем. Итак, спортивная новость. В Уфе пройдет День 1000 велосипедистов. Об этом сообщили в администрации Уфы в их социальных сетях и в телеграм-канале. Вот. Само мероприятие День 1000 велосипедистов состоится, получается, 2 июня. Да, 2 июня. В связи с этим закроют многие улицы, но они рассказывают, какие улицы закроют. Но это, я думаю, не важно. Важен маршрут. Начало вообще соревнования в 10 сбор участников, в 11 стартует колонна от площади Ленина, и маршрут дальше будет по проспекту Октября, 50 лет Октября, по Цурюпы, по Пушкиной, по Мажита Гуфри пролегать. Вот. Обычно это очень масштабное такое событие спортивное, очень много велосипедистов принимает в этом участие. Надо сказать, видимо, добрые слова тем, кто это все организует. Вот. А кто хочет принять в этом участие, еще не поздно. Можно зарегистрироваться в телеграм-боте соответствующем. Тоже заходите на сайт Уфа-Сити Инфо, либо на телеграм-канал соответствующий.
город Уфа, по-моему, называется. И там вы увидите ссылку на этот телеграм-бот. Получить номер своего участника можно с 28 мая, со вчерашнего дня, по 1 июня. Номера выдаются на площади, рядом с площадью Ленина с 5 часов вечера до 9 часов вечера. Вот такая спортивная новость. Давайте на этом завершим голосование. Прошу закрыть его. И сейчас мы подведем итоги голосования. Итак, напомню, я задавал вам вопрос. Продлите фразу уход в отставку судей, которые вынесли незаконное решение по подростку. Это наказание мягкое, жесткое или справедливое? Итак, слишком мягкое наказание считает большинство нашей аудитории, 70%. Это справедливое решение считает 20%, и меньшинство, 10% соответствующее, считает, что это слишком жесткое наказание для судей. Вот. Спасибо большое за активное участие в голосовании. Делитесь ссылками на нашу программу со своими друзьями. И подписывайтесь, если вы не подписаны. Но мы это еще на этом не заканчиваем. Как обычно, в конце утреннего выпуска я читаю новости, которые произошли в России и в мире вчера. Итак, вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо Новости». Страны Евросоюза начали обсуждать, разрешить ли Украине использовать западное оружие для ударов по России, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев вправе бить по военным объектам, с которых запускают ракеты по Украине. Суд в Томске оставил в силе приговор Ксении Фадеевой, 9 лет колонии и штраф в 500 000 рублей. По требованию прокуратуры рассмотрение апелляции прошло в закрытом режиме. Бывший глава Томского штаба Алексея Навального ранее была осуждена по делу об экстремизме. Недавно ей отказали в свидании с родителями. Ксения Фадеева внесена в список экстремистов-террористов соответствующим образом, а штаб Алексея Навального признан в России экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован в России. Грузинские неправительственные организации объявили, что не будут подчиняться принятому закону об иноагентах. В совместном заявлении ряда некоммерческих организаций говорится, что они отказываются регистрироваться в специальном реестре. После того, как правящая партия преодолела вето президента, в Тбилиси вновь вспыхнули массовые протесты. Группа хакеров взяла на себя ответственность за неполадки в СДЭКе. Компания третьи сутки не может возобновить отправку почтовых посылок. То, что причиной масштабного сбоя стало вмешательство извне, подтвердили источники газеты «Ведомости», а также некоторые депутаты Государственной Думы. В России остались сотни иностранных компаний, которые вскоре после начала специальной военной операции против Украины объявили об уходе из страны, выяснила газета Financial Times. По словам источников, западные корпорации оказались не готовы продавать бизнес со скидкой в 90%, на который наставят власти Российской Федерации. Парламент Дании отказался признать Палестину в качестве государства. Недавно независимость этой территории официально признали Испания, Норвегия и Ирландия, что резко обострило их отношения с Израилем. Прокуратура Красноярского края объявила, что не будет добиваться изъятия из продажи книги Григория Остера «Вредные советы». О требовании уничтожить эту книгу ранее сообщила владелица одного из магазинов. По словам источника ТАСС, претензии возникли к некоторым иллюстрациям этой книги. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо Новости». На этом наша утренняя программа завершается, но нашей работы нет. Мы продолжаем делать новости в телеграм-канале «Аспекты Башкортостан». Читайте, подписывайтесь. А также в 11 часов приглашаю вас снова на наш канал в Ютубе. Будет программа «Аспекты мнений». Мы пригласили предпринимателя Салавата Хиссамуддинова, который сделал достаточно уникальное такое изобретение, которое может многим пригодиться. Но об этом я раскрою во время эфира, что именно. Оставлю такую интригу. Подключайтесь в 11:00. Будет интересно. С вами был Разиф Абдуллин. До новых встреч в эфире.